Раз, два, три, раз, два, три. 9-й тур. Окончание первого круга женской высшей лиги 2021. Ну, еще поговорить, да? Минск-Неман. Первый матч первого игрового дня. Все первое у нас. Добрый день, уважаемые зрители Светлова. Мы рады приветствовать вас на
составляли матч. Состав игры футбольного клуба номер 88 Авдеевич Виктория, номер 7 Фарташевич Татьяна, номер 10 Качан Наталья, номер 11 Дудкова Екатерина. Нет, там другая дверь, чуть левее. Номер 12 Янга Татьяна, номер 14 Нана Джулия, номер 17 Кульмич Виктория, номер 22 Жужелов Каролина, номер 23 Татарин Дарья, номер 33 Зазараков Муса, номер 55 Родинова Татьяна. Тренер команды Дудкова Екатерина. Состав игры футбольного клуба Минск. Номер 12 Малая Калина, номер 7 САС Анна, номер 14 Марчич Виктория, номер 16 Суровцева Ивана, капитан команды, номер 17 Осмакович Наталья, номер 18 Отто Ручная Диана, номер 23 Победая Анастасия, номер 25 Эдуард Аманов, номер 33 Краситова Анна, номер 44 Богдан Валерий, номер 99 Минчук Елизавета. Главный тренер команды Андрей Ушишник. Сегодняшнюю игру обслуживает следующая бригада арбитров. Главный судья Цицилий Сергей, помощник судьи Косарев Сергей, Маслянка Олег, четвертый судья Иванов Виталий, инспектор матча Правичевский Александр.
Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем прямой репортаж с матча, который открывает программу 9-го тура женской высшей лиги 2021. Сегодня на стадионе футбольного клуба «Минск» встречаются хозяйки поля, ну и приезжие футболистки представляют Гродно, команда «Неман». В этом эфире с вами вместе будут комментатор АБФФ ТВ Андрей Ильяни и экс-футболистка национальной женской сборной Беларуси Анастасия Харланова. Настя, приветствую тебя. Привет, Андрей. Здравствуйте, дорогие болельщики. Снова рады видеть вас и слышать в эфире. Рада, что вы с нами. Нас ожидает интересный матч. Мы даже ни разу в этом не сомневаемся, хотя бы потому, что турнирная таблица нам вот об этом явственно свидетельствует, говорит о том, что впереди Минск с форой в 2 очка, на втором месте команда располагается, ну и, соответственно, Неман третий, вот за счет того, что в прошлом туре, да, если бы все-таки Неман одержал победу домашнюю над Зоркой БДУ, то с одинаковым количеством очков вот к этому очному противостоянию бы они подходили с Минском, но всего лишь ничья, да, Минск проиграл только одну встречу в первом круге «Динамо», поэтому, ну вот, сегодня, конечно, в случае успеха, да, я думаю, что, ну, Гродно будет очень довольна, да, и вот как раз-таки в этой пересменке между кругами вырвется вперед. Да, Андрей, я тоже считаю, что сегодня будет такая очень решающая игра, считай, за второе место, кто будет в нашем чемпионате его занимать. Поэтому я думаю, что нас ожидает очень интересный матч. Дай бог, чтобы были голы, интересные голы. Девчонки все были без травм. Вот, и пожелаем обоим командам удачи. Пока еще стартовый свисток не прозвучал, мы быстренько пробежимся по главным действующим лицам. Прежде всего назовем судейскую бригаду. Сегодня Сергей Стецурин, главный на поле, его помощники Сергей Косовец, Олег Маслянко, вся бригада из Бреста, инспектор матча Александр Брайчевский, ну и 4-й рефери Виталий Иванов. Ну вот такое назначение департаментом судейства и инспектирования было принято решение, что вот именно Стецурин, да, который не нуждается в представлении, да, судья высшей мужской лиги, он сегодня этот матч интересный и важный, да, с турнирной точки зрения обслужит. Состав гродненского Немана: в воротах сегодня Виктория Авдейчик, в центре обороны будут действовать, ну, здесь ничего непривычного, как обычно, Татьяна Кенда и Каролина Житко. На правом фланге Виктория Бельмач, слева, соответственно, Дарья Татарин. Здесь падение, да, мы видим Миланы Суровцев штрафной, но Стецурин спокойно разобрался в эпизоде. В опорной зоне Татьяна Логинова и Татьяна Барташевич, вот две у нас Тани, да, тезки в этой опорной зоне. На правом фланге полузащиты Нана Джульетта. Ну, интересно, что вот Наталья Качан сегодня с первых минут, она на левом фланге, ну, под нападающей будет действовать Зуверату. Мы ее тоже, вот, да, на фланге привыкли видеть. Ну и капитан команды, главный тренер, нападающая Екатерина Дудко. Так, а теперь я расскажу про хозяев. Ворота защищает Полина Малаева, номер 12. Что там было нарушение? Номер 7 Анна Сас, верхний опорный. Номер 14 Виктория Марчик, правый защитник. Номер 17 Наталья Осмыкович, верхний опорный. Номер 18 Оту Реджина и Бианка, нижний опорный. Номер 23 левый нападающий Анастасия Побегайла. Номер 25 Эбианоми, центральный защитник. Номер 33 Красикова Анна, центральный защитник также. Номер 44 Валерия Богдан, левый защитник. Номер 99 Пинчук Елизавета, нападающий, да, а Милану Суровцеву номер 16 также правый полузащитник. Главный тренер Пышник Андрей. И все. Наблюдаем за игрой, дорогие друзья. Интересные номера, вот домашняя форма, да, новая у Минска, и немножко отличается вот по 23-м, да, Побегайла, хотя она обычно 77-й, но я думаю, что мы привыкнем. И кто-то там еще тоже по номеру отличается. По-моему, Аня Сазда 7-й, она обычно 71-й. Ну ладно, это такие вот просто нюансики. Может быть, решили взять новый номер, новая игра, кто его знает.
Ну так, с места в карьер достаточно уверенно гости, да, идут, в принципе, это вперед. Вот в сравнении с тем, как развивался матч прошлого тура в Могилеве, когда Днепр, да, противостоял Минску, там, в принципе, то с первых минут, в общем-то, игра, по сути, проходила на половине поля могилевчан. Ну вот сегодня как-то так, ну, по-другому, мне кажется, да. Наверное, решил Неман, что, ну, не надо, да, уж с первых, да, минут сжаться к своим воротам. Итак, Анастасия Побегайла. Настя очень индивидуально сильна, но не обыграла, подача, и Настя зарабатывает угловой. Хотелось бы рассказать, Андрей, нашим зрителям про тренера, который сейчас на бровке, Екатерину Ковальчук. И все-таки я, если честно, думала, что она будет защищать ворота, но ее решили приберечь, наверное, и чтобы она руководила с бровки. Вот. Екатерина Ковальчук, она является играющим тренером, и она не всегда была голкипером. Свою карьеру она начинала нападающим, потом она пошла, точнее ее, наверное, тренеры увидели, что она может и в защите сыграть, ну а потом уже она стала голкипером и защищала национальную ворота в нашей национальной сборной. Вот, и мы так сегодня даже с Катей созвонились, пообщались, и я говорю, что ты будущий Черчесов, да, потому что он тоже вратарь, вот, и дослужился до того, что он сборную России тренирует, и причем на очень хорошем уровне, с хорошими результатами, поэтому Кате мы тоже пожелаем успехов в тренерской карьере. Вот, ну а пока она с бровки там кричит, подсказывает и руководит своим подопечным. Ну, чем черт не шутит, да, вполне Да, может кто его быть. знает, Андрей, Вот. согласна. Посмотрим, да, будем за Катей следить. Желаю, конечно, успеха. Тут Побегайла, да, на газоне. Оказалось, против нее правила нарушили, да, но встает наше, да, молодое дарование, как мы уже Ну да, не раз выяснили, говорили, да, Андрей. давно выяснили. Что И это? игра возобновляется. Эбби. Эбби, длинный пас. Там Татьяна Логвинова, подбор. И что Таня сделает? Сохранит, наверное, Таня мяч. Все-таки на Викторию Бель мяч. Виктория на Таню Кенду. Вратарь, вынос. Так, и что? Аня Сас в одно касание. И Ну, удар не Удар. получился, да, будем откровенно говорить и прямо. Я так смотрю чуть-чуть, там вот просто еще двое ворот стоят. Она не попала в разминается, те, да. да. Побегайла как-то все-таки не в той, да, позиции. Это, может быть, так фрагментарно получилось. Но она как-то вот ближе тяготеет, мне кажется, так. Ну, вот предыдущий, да, момент был, вот из глубины атаковали минчанки из опорной зоны, но уже выбежала туда, да, под передачу Ну, открывалась. ты знаешь, Андрей, их тренер, он придерживается такой, не знаю, схемы, что у них есть сменки, и то есть как игроки, они универсалы, да, то есть она может быть и крайним нападающим, как оказаться верхним опорным, так и она может оказаться крайним защитником, вот, и вот эти все тройки, они крутятся, поэтому вот как ты говоришь, да, для соперника вот это очень непредсказуемо, и не всегда они понимают эти смены, перестроения, вот мы тоже в Минске в прошлом году точно так же играли, и это очень интересно, и на самом деле соперник иногда не знал, что делать, кого брать. И вот сейчас Аня Сас перехватила мяч, могла оказаться перспективная контратака, но нет. Все-таки девчонки с Немана мяч быстро отобрали. И что там у нас, Андрей? Не Офсайд, игры, да, там Катя Дудко чуть невнимательно сыграла. В Могилеве просто ситуация там другая была, вот опять же мы уже о ней обмолвились, то есть там, ну, как бы практически, ну, сложно, в общем-то, было могилевчанкам, да, часто они закрыты были, да, на своей половине поля, и, в принципе, вот эти передачи, да, от САС туда на правый фланг, на Побегайла, очень часто проходили, ну, чаще всего вот так именно атаковали, поэтому там уже, ну, было видно, да, что вот Настя, ну, на своей позиции, на краю там обостряла. Да, сегодня, наверное, чуть-чуть, может быть, что-то и по-другому, как раз-таки вот этот вот там споры, да, идут, ромб, да, как он там называется, и вот эта смена, эти крутелочки, Да. они сегодня А вот опять действуют. Аня Сас дает
на ход Насти побегала. Ну вот и да, что то, будет что мы делать видели в Настя? Могилеве как Обыгрывает. раз-таки. Пас на Аню Сас. Ну вот наши два молодых и талантливых дарования. Ну что, Аня, чуди? Штрафной? Нет. Удар от Натальи Осмыкович и от ворот. Здесь, честно, знаешь, нас всегда тренеры учили там финт Зидана сделать, что-нибудь давай, повози кого-нибудь в штрафной, чтобы соперник не знал, что делать. Ну, видимо, еще девчонки молодые, опыта не так много и пока не могут так смело обводить. Итак, удар от ворот. И что Но у опять нас же мы рука, да. говорим о том, что первый все-таки удар, да, в сторону ворот Немана, да, состоялся, пока Малаева без работы. Ну, в общем-то, все-таки по-хозяйски, да, начинает Минск. Да, еще хотела бы, Андрей, рассказать, что вот Виктория Бельмач, да, она в прошлом году была в футбольном клубе Минск. Вот, и для нее это тоже, возможно, какой-то матч такой принципиальный, потому что, ну, у Вики была практика игровая, но недостаточно много. Сейчас, конечно, в Гродно побольше, вот, и насколько я знаю, сейчас Настя вот побегала, обвела Викторию Бельмач, это ее подруга, вот, поэтому... Она же должна знать ее сильную сторону. Должна. В таком случае. Должна, они даже жили вместе в одной квартире. Должна была разбирать, какие-нибудь, знать все ее финты, бинты, как говорится, но все-таки индивидуальное мастерство Насти, оно, честно, потрясающее, тут ничего не скажешь. Она, как говорится, на носовом платочке может обвести любого. Так. Пока что вот Дудко за мяч совсем не цепляется, да, то и в офсайде мы ее видели, то она там открывается не так, наверное, как от нее этого партнерши ждут, и вот, да, Минск все-таки, да, по-хозяйски действует, опять же мы Ну, повторяемся, и я думаю, что скорее им хочется этот мяч, да, провести, чтобы чуть-чуть ситуацию успокоить, да, всегда Да. этот в женском футболе в особенности, этот первый гол, он очень много значит. Да, Андрей, ну вот прошло уже 10 минут, и ты знаешь, так пока очень много сумбура, все-таки хозяйки должны действовать, ну, на мой взгляд, немножко увереннее, взять мяч под контроль, но пока очень много, как мы видим, они за счет длинных передач стараются атаковать. Вот, ну не знаю, может это, конечно, так была установка тренера, не низом играть, а именно выносить вперед, потому что пока, да, очень много борьбы, фолов и брака технического, неточных передач. Вот, но, опять же, это начало матча, оно всегда такое, да. Сейчас эмоции улягутся, соперницы, как говорится, почувствуют друг друга и посмотрим. Еще бы хотела рассказать, Андрей, про Каролину Житко, номер 22, девочку из Гродно. Она тоже не играет на своей позиции, как она в прошлом, позапрошлом сезоне была. Она вообще игрок атакующего плана, но видно, что тренеры команды Неман ее сделали центральным защитником. Хотя, повторюсь же, это совсем не ее позиция. Но мы посмотрим. А вот Анастасия Побегайла могла выбежать в контратаку, но нет. Мяч до нее не дошел. И горожанки будут выбрасывать аут. Ну, давай посмотрим. От Миланы Суровцевой сегодня Да. хотим большего, да, она в Могилеве это не очень яркий матч выдала. Как-то не совсем, да, это и свойственно, конечно, мы чуть-чуть Ну да. другого от нее привыкли ждать. Ты знаешь, наблюдаю за ней тоже в Инстаграме, она такая очень активная, с собой занимается, там, дополнительно работает, вот, и, конечно, хочется от нее на самом деле, она тем более капитан лидерских каких-то действий, проявления своих качеств, вот, поэтому посмотрим. Итак, Красикова на Марчик. Марчик могла развернуть, но что и сделала, в другую сторону. На Леру Богдан, Лера Богдан. Тут уже и Эбби На Эбби. хочет, да? Эбби пошла атаковать, почувствовала себя, наверное, Роналдо, Месси. Ну, она после углового осталась, с ее-то ростом, конечно, и опытом надо ходить на эти стандарты, ну и вот так, да, смело впереди, но, по-моему, уже вот, да, стремится Да, она не на свою успели позицию. еще вернуться, да, но девчонки из ФК Минска уже
больше на половине. Так как Милана Суровцева и... Да, там уже до Всё, последнего всё-таки, да. сражались Забивает. горожанки, и Суровцева делает счет 1-0. Пинчук Елизавета гол. Как вот мы и говорили, да, Милана Суровцева проявила все-таки свои лидерские качества и отдала голевую передачу. Итак, у нас что, 1-0, Андрей, 13-я минута. И что сейчас противопоставить девчонки из Бреста? И Екатерина Ковальчук, тренер будущий Черчесов, какие она сделает, возможно, подсказки, перестановки. Посмотрим. Так, Татьяна Логинова на Дашу Татарина. Даша Татарин на Каролину. Я думаю, что Жукова. вряд ли она что-то будет сейчас серьезное предпринимать. Гол этот быстрый случился, но там, в принципе-то, что Ну, тут возможно, какие-то думать? подсказки агрессивнее, там, не знаю, в атаке точнее. Ну, такие, знаешь, Андрей, может быть, точечные. Не говорю о глобальных, что там меняйте позиции, нет, но в любом случае. Так, и что у нас? Не догнала. У нас Наталья Качан мяч. И Полина Малаева будет вводить от ворот. Да, ну пока мы так, знаешь, не увидели даже каких-то ударов по вороту, да, со стороны Немана и угрожающих атак. Вот то, что я тебе и говорила, видишь, Андрей, поменялись местами Валерия Богдан и Наталья Смыкович. Это вот эти сменки Минска. Но ты знаешь, что когда нас в прошлом году учили делать, мы под прессингом их не делали. Но сейчас, видимо, другие требования у тренера, и они под прессингом их могут делать. Ну, тут надо, конечно, Неману чуть-чуть, да, вот мяч под контроль почаще брать. Вот, ну, я имею в виду, что... А на это, наверное, да, тоже. И Ковальчук, да, и Дудко, наверное, могут призывать, да, своих футболисток, потому что, ну вот, без мяча, да, поиграли, да, минуточку где-то другую там после этого углового, и вот гол пропустили, к сожалению. Что там случилось? У кого-то, видимо, травма. Ну, это, если не ошибаюсь, Лиза Пинчук как раз-таки, игрок, который гол провела. Да, еще хотела сказать, Андрей, что директор футбольного клуба «Неман» приедет на игру. Знаешь, это редкость. Приедет или он уже здесь? Уже здесь, да, уже здесь. Это редкость для нашего белорусского женского футбола, чтобы за столько километров ехать на игру. Это говорит о том, что это очень значимая игра для этого клуба, что сам директор на игре. Вот. Ну, значимо, конечно же, тут пусть какие-то рокировочки такие серьезные и в межсезонье, и перед стартом сезона, да, связанные с тренером, да, главным, произошли, но все-таки, да, Ну, да. пионеры хоть некоторые, но остались, значит, цели есть и задачи, да. Это да, и вот сейчас, да, Екатерину Дудко все-таки сделали главным тренером и больше никого не ищет. Наверное, все-таки в ней руководство видит, что она может команду привести к результатам. И вот Екатерина Ковальчук тоже играющий тренер. Так что посмотрим тоже, пожелаем девчонкам удачи на этом поприще тренерском, потому что они все-таки еще игроки. И знаешь, Андрей, это, ну, у меня тоже есть много друзей, которые играющие тренеры, и это немножко тяжеловато, да, потому что тебе надо быть сконцентрированным. Конечно. И когда ты сам тренируешься, и тебе нужно еще заметить, как, ну, ошибки девчонок. Конечно, совмещение тяжело. Да, может, какая-то мужская рука все-таки нужна, да, и Ну, со стороны Ивана Варсовича там или Дмитрия Коваленко, может быть, подсказ хоть какой-то минимальный есть. Тем более, если ты говоришь, что директор клуба сегодня здесь вот, с командой. да-да-да. Ну что, посмотрим, там до сих пор оказывает помощь Пинчук, но она вроде бы так Ну, готова. она уже, уже да, вон в танцует, игру прыгает, вступить? поэтому я Да. думаю, что она уже в строю. Ну И что, так, смотрим, там Наталья Качан борется, да? Да, с Марчик. Главное, чтобы сейчас Марчик карате опять не показывала, как она обычно в обороне это делает. Конечно, защитник она очень хороший и интересный. У нее такая есть своя, знаешь, определенная манера отбора, борьбы. Где-то связана борьба, карате, футбол. Что, ну, это для меня, да. То есть это неплохо, но... Все виды единоборств. Но красные карточки все же она зарабатывает. Так, Милана Суровцева на
Наталья Смукович, она в одно касание, но не точно. Так, Эбби, я думаю, так, опять на Наталью в одно касание. Слушай, ну, Красиво, да? да, девчонки с Минска, Только вот конечно, довести бы молодцы. было еще сейчас до Побегайла и иди до второй забивай. Почему нет? Уже 18 минут прошло в первом тайме. 1-0. Ну, у Минска сколько? Вот только вот этот один тоже, да, был такой острый момент, и все. Так, о, Татьяна, ага, там, наверное, аут, да, Андрей? Да, Ну, тоже, знаешь, выходит такие какие-то полуатаки нету прям, что проведите. Татьяна Кенда сзади очень жестко. Вот, кстати, Андрей, я еще с Татьяной Кендой тоже играла в одной команде, как только пришла в ФК Минск в 20 лет, и Таня была очень опытный игрок, и я только вот буквально перед матчем посмотрела ее год рождения, я даже не знала, что у нее такой возраст, и она еще до сих пор в хорошей Мы не форме будем, да, вслух играет. говорить, какой? Нет, ну, На всякий случай. чтоб не обидеть. 85-го года рождения, ну, это так прям для женского футбола, ну, достаточно уже такой хороший возраст, опытный игрок, и это говорит о том, что, да, можешь играть хоть, как говорится, там, до пенсии, если ты за собой там следишь, работаешь и при желании. Да у нас-то и прецедент уже есть, что практически до пенсии-то играет. Ничего не мешает. Но только в женском футболе, знаешь, своя пенсия, да, не так, как на обычной работе. Так, и что мы смотрим? Вот Татьяна Кенда. Прессинг, да, Да. пытаются взять поля. И вот это снова вынос, да, длинная передача, но потеря. Да. Ну, видно, да, что уже прям явное такое преимущество девчонок из футбольного клуба Минска. Вот пас на Анастасию Побегайлу, и что Настя делает подачу. Даша Татарин, как же она замыкает эту передачу! Ну, Красиво, да, но не в те ворота, к сожалению. вот это, ты Лучше знаешь? бы противоположное, да? Да. Ну, как вышло, так вышло. Подачу, да, отметим, Побегайла, свое дело она сделала. Вот, казалось бы, да, если не свой, так чужой может замкнуть. Вот. 20-я Да, минута, 2-0. Это, конечно, очень обидно, Андрей. Прям очень обидно. Ага. И даже, если честно, не знаю, какие эмоции одолевают тренеров. И тем более Екатерина Дудко тоже, она играет, и тренер. Тоже, возможно, и надо сейчас, помимо того, как атаковать и забивать голы, еще думать, чтобы команде как-то подсказать. Посмотреть, да. Ну и такое бывает, автогол. Да, несчастный случай, да, и вот, Ну, конечно, тяжеловато, да, теперь будет. да. Ну, как бы, понятное дело, да, что Но- на угловой она там, да, его хотела вынести, скорее всего. Да, Вышло. ну так, ну Чуть-чуть. видно, наверное, девчонки с Немана, они на тренировках отрабатывают завершение, да, потому что, вот честно, так четко в одну косашку, прям, ну там не в девятку было, но это, конечно... Ну, неотразимо все равно, да, Ну, для своего вратаря Да, но это, получилось. конечно, все шутки и сарказмы, это тоже, знаешь, так, вот Лера Богдан упала сейчас, это... Кто-то ей поставил подножку, что ли? Да не, она там, наверное, за газон просто Да ладно, Андрей, я знаю. зацепилась Это я задними шучу. шипами. Нет, просто на самом деле вот такой же момент был в Могилеве, там вот Плесюк и Вика, там, да, крайний защитник Днепра, вот то же самое, казалось бы, там простейшая ситуация, да, на ровном месте, и вот травма, поэтому, блин, конечно, лучше бы Ну, без ты этого знаешь что, Андрей, обходиться. значит, надо подбирать правильную обувь, да, знать, какой газон, прийти перед игрой, посмотреть, тем более это же их поле, домашний стадион их, они, наверное, на нем тренируются. Итак, посмотрим сейчас розыгрыш футбольного клуба Минск. Аня Сас, могла обводящим в дальнюю 9, но там удар заблокировали. Так, Эбби длинную передачу, вот Каролина Житко. Итак, Лера Богдан дала пас. Суровцева. Ну что ж, Штрафной давай, будет бить, Милана. наверное, левый? Нет. почему не пас. била, Ну, да? можно было попробовать, Конечно, наверное. но может быть просто левой ногой. Она не такая хорошая, как правая, но могла, конечно, пробить в штрафной. Итак, Наташа Качан.
обвела Аню Сас, отдает на Катю Дудко. Нет. Что-то пока в атаке не клеится у Гродно. Нана, и вот первый удар, Да, да, но видим, створ ворот. Полина Малаева, для нее это как орешки, как семечки такие удары. Тогда и вот мы слышим, как уже Екатерина Ковальчук с повышенной интонацией подсказывает своим игрокам. Так, и что у нас? Тут Барташевич зацепилась за мяч, ее немножко так придержала САС. Штрафной удар в сторону ворот Минска. Так, вот, кстати, хотелось тоже сказать про Татьяну Барташевич, на нее обратить внимание. Тоже очень, знаешь, молодой игрок. И она только недавно тренируется, играет в высшей лиге, но уже я вот наблюдаю за командой Неман. Выросла тоже. Ой-ой-ой, Анастасия побегала. Был очень хороший удар. Или это была подача, но мне все-таки кажется, Андрей, это был удар, да? Но Милана Суровцева молодец. Да, ну судя Тоже по замаху, хотела да. замкнуть. Так, удар от ворот. И что, ну, пока команда с нем, она, конечно, опять же, какая-то, знаешь, у меня такая легкая недосказанность от них. Вроде бы и есть какие-то попытки, но не хватает вот концовочки у них, конечно. Ну, посмотрим, опять же, только 24-я минута. И... Кстати, Андрей, а ты знал, я думаю, что ты знал, что буквально несколько дней назад был финал женской лиги чемпионов между Барселоной и Челси. И знаешь, там тоже уже вроде бы на 12-й или на 8-й минуте уже 2-0 был счет. Так, Да, фол. поэтому И все так плачевно в первом, да, закончилось. и в первом тайме, да, уже было 4-0. Вот, и, если честно, я болела за Челси очень-очень, но Барселона заслужила, потому что они уже столько раз выходили в финал Лиги Чемпионов, но они не выигрывали, да, потому что всегда там Лион, Вольсбург, ПСЖ, а сейчас вот они выиграли, и, честно, была очень их уверенная победа, голы были красивые. Вот, поэтому тоже, видишь, финал Лиги Чемпионов 4-0. Обидно Челси, а у нас пока еще 2-0. Поэтому посмотрим. Так, Виктория Бельмич снова. Даже я так вспоминаю, по-моему, так серьезно и Минск в Барселоне даже в свое время не проиграл. Мы с ними 4 или 3-1, я помню. Забивали, Когда я да, играла. Челси не смог. Да, так что ты знаешь, и потом я вот общалась тоже вот с той же Екатериной Ковальчук, и говорю, Кать, так и так. А эти 4-0, а мы либо 3-1 вроде бы мы у них там сыграли. Я говорю, так если так, то мы, получается, должны выигрывать Челси, если судить по счету. Но это так, мы, конечно же, посмеялись, да. И все равно Челси есть Челси, англичанки это тоже очень хорошие девчонки, игроки. И вообще чемпионат Англии сам по себе очень мощный, силовой. Так что у нас там опять аут. Так, ну, Гродно уже Чуть-чуть потиху. подходят, Ты да? знаешь, что да, Чужим как говорится, тихим сапом. владением, да. Так хоть через аут, Да, но всё уже. равно. Да, и что там, штрафной удар? Да, только в противоположные ворота. Не видно из-за стеночки нас тут она закрывает. Нет, так, там аут, Валерия, аут да, из-за Валерия Минска. Богдан сейчас будет вводить аут. Мы посмотрим на... Так. Так, Полина Переводит Малаева на Суровцу, вот так низковато Милана пришла Так. на фланг за мячом. Ну и что? Милана на Аню Сас, Аня Сас на Красикову, Красикова на Эбби. Вот молодцы. Но Эбби, ну почему ты не развернешь на другой фланг? Вот молодец. Только поздновато, мне кажется. Так, знаешь, что так нам, да, мы сидим, нам так все хорошо Как видно. хорошо видно, Сразу да? можно быть экспертом. Да, когда ты играешь, тоже все время тренеры там нам говорили, быстрее там разворачивай, ты ничего не видишь. А тут сейчас прям вся картинка видна. И кажется, все так просто, ну возьми и разверни.
Вот поэтому Так, там уже у ты Минска сегодня в готовится... такой ипостаси Ну новой да, для себя. Андрей, вот вижу, у Минска готовится замена. Елизавета Гиба, скорее всего, сейчас будет выходить. Ага. Так, 27-я минута. Центральный защитник, Да, ну интересно, странно, чем это у кого-то связано, да? травма, Может либо быть, это да. уже какие-то, может, тактические просто замены. И игроки из команды Немана тоже уже идут разминаться, видимо, тоже будут замены. Подачу Татарин делает, но тут Красикова одна. На Марчик. Итак, Марчик пошла в обводку и потеряла мяч. Даша Татарин. Тоже не точно. Ну вот мы видим так, Милана Суровцева. И контратака. 4-6. 4-6. Миланочка. Итак, ну вот, Анастасия Побегайла. Ну что, Даша Татарин опять замкнет или нет, Андрей, как ты думаешь? Тут Нет? уже будет сложно, конечно, хотя Да, она уже не бежит. все могло быть, но там просто Бельмыч с ней до конца уже отработал, вот, в отличие от того Ты знаешь, что момента тренерам надо предыдущего. задуматься футбольного клуба Неман. Может, все-таки ее в атакующую линию передвинуть, потому что, честно, замкнула там, ну, гвоздя положила такого, что... Так а так же нету, Настя. Вот в том-то и проблема, что противоположные это ворота надо забивать. Ну, кого там Гиба заменит? Сейчас, Что там у кого случилось, приключилось, интересно. сейчас мы, Андрей, посмотрим. Итак, Катерина Дудко. Что-то пока у Катюхи не клеится. Мгм. За Это мяч, да. не может как-то зацепиться, обыграть. Ну, я говорю, что, знаешь, так тяжеловато, да, когда ты и тренер, и ты и игрок, и, блин, мне Где-то кажется, еще столько функций, ответственность, да, у на твоего тебе, мозга. Поэтому это, конечно, сложнее в 2 раза. Да, игроки с Немана апеллируют, наверное, рука была или что. Ну, вот Кати, кстати, удар очень сильный, но не успевает она пробить. И... Так, Анастасия Побегайла. Ну вот, Настя видит Слишком уж свою так просто подругу. она хотела прям пройти, да. как-то уж Ну, ты знаешь, у совсем Насти так это есть, она физовкой очень некой. резкая, у нее такой, знаешь, она скоростная, широкий шаг. Так, и вот снова контратака на Милану Суровцеву. 3-2 могло получиться, но Каролина Житко мяч выбила. Вау. Ну и кто там у нас на поле выходит? Итак, мы Ага, смотрим. Гиба-то выходит, а Эбби Вместо все. Эбби Решили дать отдох- ветерану, да? отдохнуть. Отдохнуть. Полчасика Может, уже она провела. думает Андрей Пышник, что обороняться не надо будет, и поменял. Ну это только, да, уже после игры Нет. мы узнаем, может быть, даже действительно какое-то Ну, повреждение, да, да, минимальное. возможно, потому что, знаешь, это большая редкость, когда она в первом тайме меняет. Мог быть гол, но нет центральных защитников. Итак, опять Анастасия Побегайла, что она... Так, пас на Наталью Смукович, Наташа будет бить, да, но не в те ворота Наташа. Бьет. Да, мы уже такое где-то видели, Да, да? Сегодня. да, номер 18. Это от Реджина и Бианк. Уже в начале матча так била. Итак, Виктория Девчик снова будет выносить от ворот. Так, ну что, Андрей, 30 минут уже прошло, да, каких-то таких сильных эмоциональных, как говорится, потрясений, да, на поле. Так мы не видим, только вот 2 гола. И девчонки из Минска имеют явное преимущество и в атаке. Вот, и надо что-то тренеру Немана предпринимать все же. Я думаю, что когда пойдут в раздевалку в перерыве, то Екатерина Ковальчук им немножко сделает встряску. Да, как-то завести, да, надо. Ну да, потому что, видишь, как-то по-другому не получается нету, знаешь, ничего, такой да? спортивной агрессии, да, все как-то вот мы наблюдаем, я так вижу, так Ровненько, в одном да, темпе, как штиль, да, такие какой-то вот, такой. вот они так, нет, ну, каких-то таких особых нету моментов. Потому что когда мы, да, с тобой наблюдали, как играют против Динамо, да, там и катятся, говорю, и красные карточки, потому что очень хороший раздражитель, все хотят выиграть, там просто здесь как-то... А Ну, вот Дудко, Екатерина да? Дудко 1-1, нет? не забила, хотя Увы. могла. Вот, кстати, на 32-й минуте хороший момент был у команды Немана.
и Екатерина Дудко могла забить. Очень хороший, кстати, вот момент, Андрей. Да, и уже после замены Эбби, да, вот он возникает. Да. Так что есть, может быть, этим как раз-таки надо пользоваться, да, вот уязвимым таким звеном, да, в центре. Все-таки Гиба не такая Возможно. опытная. Кстати, вот смотри, Андрей опять. Но, так. И что мы смотрим? Нет. Конечно, я бы, если бы играла, да, я бы, мне кажется, пробила бы, как отсюда вижу ситуацию, на месте девчонок с Немана, но вот они решили друг другу пасы давать, и атака ничем не закончилась. Так, Наталья Смукович против Татьяны Кенды выиграла борьбу и хотела на Милану Суровцеву, но нет, Даша Татарин мяч перехватила. Что мы, ну, девчонки из Немана все больше и больше начали активничать и угрожать, Андрей, как мы видим. Да будут напрягать, я думаю, вот этот момент даже, да, с участием Дудко, он дает понять, что, ну, там не все так непроходимо, да? Ну, это да. Но ты знаешь, может быть, еще и девчонки из футбольного клуба Минска могли там подрасслабиться, возможно. Ну, так знаешь, уже все. Мы ведем 2-0, потому что, опять же, это женская психология. Как знаю, как мы играли, ты чувствуешь, все, ты ведешь 2-0, и все уже такой. Типа, ну, что тут, играй в удовольствие, да, а тебя могут еще за это наказать. Но я не говорю, что это так и есть, но девчонки из Минска все же, как мы видим, да, подуспокоились так. Да та же ситуация, вот как и в Могилеве была, тоже забили, только, правда, чуть позже, уже в конце первого тайма, ну и довели дело там до победы, и особых-то и моментов вот Да. у соперника не было. Вот почти что ситуация повторяется, как мы видим. Но опять же, вот Дудко сейчас забивает, да? Да, что очень много по-другому сейчас контратак. могло завершиться. И опять на острие Катя, но вот чуть-чуть мяч, да, отпустила далековато. Ну, ты знаешь, что не хочу, конечно, каких-то делать прогнозов, но... Кстати, вот, про прогнозы. Я у себя в Инстаграме провела опрос, и только, наверное, 9 моих подписчиков сказали, что проголосовали за то, что выиграет Неман, а все остальные, они все были за футбольный клуб Минск. Наверное, уже лидеры, как говорится, выявлены. Но я все же, ну, думала... Ну, я еще Не все такое же думаю... преимущество, Нет, да, я все же большое? еще думаю, что команда из Немана все-таки, возможно, интригу создаст, потому что 2-0 это не такой уж и большой счет, да, здрасте. Как мы видим, как мы помним, да, в Лиге Чемпионов, помнишь, когда ПСЖ с Барселоной играли вроде бы, да? Как там, сколько голов отыграла Барселона. Поэтому посмотрим, возможно, еще и 2 гола они смогут отыграть. Бельмаш с мячом, аут далеко вбрасывает сюда на Нану, да, и вот она тут так пригнулась, мяч попадает в Богдан, ну и снова Вика вбрасывает. Тут сложно, да, уже на своей половине становится сейчас трудненько выходить из этой обороны. Так, мы смотрим. Валерия Богдан на Наталью Смукович. Кстати, вот Наташа Смукович, да, она, тоже расскажу такой факт о ней. Перед этим сезоном она ездила, вроде бы перед этим сезоном, да, она ездила на просмотр в питерский «Зенит» в команду, но не знаю, почему она там не осталась, ну, либо не подошла, либо там сама не захотела, и вот, и вернулась обратно в Минск. Вот, а так, Андрей, видишь, очень многие игроки уже, как говорится, дорожку протаптывают в российский чемпионат, в Суперлигу. Нет, ну как вот по мне, таки чуть-чуть еще надо пообобиться у нас тут в Беларуси. А потом Да, уже можно, я с тобой полностью согласна, Андрей, да, потому что все-таки молодые игроки, им нужно показать себя здесь, да, даже та же Анастасия Побегайла. Прошлый год у нее выдался достаточно хороший, сейчас она должна, ну, как я считаю, это подтвердить, чтобы ни у кого не возникало вопросов, что вот ей 18 лет, да, и все, да, она уже там созрела, не знаю, и Россия, Европа. Да, потому что, опять же, психологически тоже как-то устояться, потому что, во-первых, это детская психика, во-вторых, это женская, да, психология. Тут такие моменты
Вот, чтобы все матчи, да, стабильно она проводила. Ну и не только она, да, все девчонки, которые все же задумываются о карьере за рубежом. Потому что, да, так я общаюсь с девчонками, белорусские, которые уехали, да, в тот же чемпионат России. Ну, ты знаешь, что там нету такого, что, да, ты выходишь там, и ты знаешь, сколько мы забьем, 15, 20, 18, нет. Там каждый матч, вот и я смотрю практически все игры, это борьба, это война. Вот, это просто... Там они высекают просто друг друга, поэтому нужно созреть, чтобы туда уехать молодым игрокам. Так. И Ну у что, в нас атаке там? Гродно, да? Она здесь на своем фланге. Перевод. Ох, там мог до И Качан. Барташевич удар. Вот О. Малаева в игру вступает впервые. Наталья Ну да. Качан этот удар наносила. Да, Андрей, мы видим, что уже несколько таких серьезных атак и ударов пропускают девчонки из футбольного клуба «Минск». Как вот мы, да, говорили, только агрессии какой-то нету, и тут в атаке. Вот она и появилась, Да. да? Ну и как раз таки вот после замены, вот не знаю, случайность это или закономерность, вот Эбби ушла, да, и вот эти моментики-то стали проявляться. Да, она все-таки, наверное, цементировала, да, оборону. Да просто даже вселяла уверенность, да, и Ну да, как-то устрашала, опытом. может быть, соперника, это все-таки, да, Да. ну важно, все ее знают очень хорошо и по предыдущим годам. Да, А как она сейчас играла чуть-чуть очень по-другому. много в Лиге чемпионов и на чемпионатах мира, да, и вот она сейчас играла в Китае. Ты сам, Андрей, знаешь, да, сколько у нее там подписчиков в Инстаграме, очень много фолловеров. Вот, она в определенных, как говорится, странах и кругах очень известная личность. Так, главное, не бийтесь, девчонки. Кто-то, наверное, Наталья Смукович потеряла там щиток. Вот, кстати, Андрей, видишь, на 40-й минуте уже как пошла вода горячая, да, девчонки уже включаются, бьются за каждый мяч. Итак, Наталья Качан на Катю Дудко. Ну, там Красикова. Без шансов для Кати. Мяч выбила в аут. Итак. И что, девчонки из Минска? Так, Валерия Богдана, Анастасию Побегайлу, Настя Бобровочке на Наталью Осмыкович. Итак, Наталья, в один. Что ты предпримешь? Отдашь пас? Там в офсайде уже была. Да, была в офсайде уже. Игрок форвард футбольного клуба Минск. Не заметила Даша. Конечно, надо было раньше отдавать. Вынос от ворот голкипера команды Немана. Так, Валерия Богдан, Аня Сасна, Наталья Осмукович. Так, Анастасия Побегайла опять. Ну и вот мы смотрим, что Настя будет делать. Обыгрывать свою подругу. Да, Еще один такой Да. момент, как будто бы должен был состояться. Ну, Смыкович, конечно, удары не получаются, да? Да. Очень, кстати, странно. Настя, вот я сейчас так наблюдаю, подачи. Сама входишь в штрафную, обыгрываю, потому что, я говорю, у нее сумасшедший дриблинг просто. Она одна 5 может обвести, забить гол и не заметить. Ну, может, то, что тут под правую, да, проще, а у нее все-таки рабочая. больше, Ну, да, ты знаешь, что левая, она очень поэтому- хорошо, знаешь, как-то болтает корпусом, качает. Показала так, оп, и ушла Нет, под я имею в левым. виду пробивать от правой ногой, может, ей не так А. удобно, если вот заходить на удар, да? Ну, вот она сегодня на левом фланге, да, частенько мы ее справа могли видеть. Да, но это, ты знаешь, для чего вообще, Андрей, так меняют игроков, которых, левоножных обычно, либо правоножных, у кого дриблинг такой, чтобы не привыкали, да, потому что они будут знать, что она будет смещаться только под одну ногу и уходить, вот, и чтобы соперника он не привыкал, поэтому вот крайних нападающих их, меняют флангами частенько. Аня Сас хотела сделать продольную передачу между игроков на Настю Побегайло, но немножко не получилось. Точно. И что, у нас 3 минуты остается до
конца первого тайма. Посмотрим, что Неман нам предложит в атаке. И угловой, да? Да, там как раз-таки Гиба мяч упускает за лицевую. Не помню, да, по-моему, это впервые сегодня вот гродненская команда будет. Да. Ну, посмотрим, какая сторона стандарты у команды из Немана. Я так помню, они практически все голы с игр забивали, да, стандартов у них мало. Вот Динамо очень много, я знаю, забивает со стандартов. Да там и высокорослых-то игроков не очень-то много. Ну, да. Смотрим. Ой-ой-ой! Как раз-таки сейчас Житко. Каролина Житко. Кстати, ты знаешь, что, насколько я помню, Каролина особо головой не играла никогда. Вот я с ней была в Ислаче, да? Нет. И, ну, опять же, и центральным защитником она не была. Все-таки 1,5 года в Гродно, возможно, какие-то плоды дали, что она уже качествами другими обзавелась. Так, Анастасия побегала в центр. И что? Ну, напрашивается, конечно, разворот, но... И да, развернут игру. Молодцы. Итак, Милана Суровцева против Даши Татарин. Два очень скоростных игрока. Даша. Ну, Даша неуступчивая. Ой-ой-ой, пяточкой могла, как я вижу. Нет. Кстати, ты заметил, Андрей? Так развернулась, да, пас, могла, оп, и пяточкой. Да, это, конечно, была бы просто образцовая атака. Вот, начиная от своих ворот и так закончить бы ее там у чужих, конечно. Ну, такая эстетика женского футбола, да? Да, Минск снова вернул себе мяч. Лера Богдан. Да, но я вот уже вижу, да, Лера Богдан, как мы могли заметить, она уже поактивнее начала, все-таки уже оправилась после болезни, наверное, набирает форму свою. Итак, Аня Сас. Ну что, Анечка, ты сделаешь, перекидываешь, и это гол. Аня Сас, 44-я минута, молодец. Очень хороший гол получился. Вот, а команде из Небана надо задуматься, почему так получилось, что Аня Сас оказалась одна за их спинами. Да, сейчас, конечно, будет дилемма у тренерского штаба Гродно в перерыве. Ну, посмотрим. А так, Аня Сас молодец, поздравляем ее с голом, конечно. Анюта умничка, да? Как мы, Андрей, уже и отмечали много раз, что Аня Сас, Анастасия Побегайла, Милана Суровцева — это все же таланты, это будущее нашего белорусского женского футбола, нашей женской сборной Беларуси по футболу. Вот, и мы будем пристально за ними наблюдать, смотреть, за их карьерой. Это интересно, да, не остановится ли совершенно после этого третьего пропущенного мяча гродненская команда. Все-таки, да, мы от нее-то большего ждали, но вот совсем, чтобы не прибил этот еще и третий мяч, Слушай, да, в Андрей, раздевалку, а конечно. может, перегорели? Может быть так. Ну, здесь уже, я не знаю, тебе, наверное, виднее, да, вот Бывает в женских такое, ты коллективах, знаешь, насколько вообще... это вообще, ну, часто Так встречается. настраиваешься, Андрей, как помню по себе, так настраиваешься, просто ты вообще, и потом ты выходишь, у тебя не эмоции, ты ничего не можешь делать, потому что ты уже в мыслях всю вот эту злость отдал, и все. Вот, и все. Здесь вне игры залазит за вороту. Ну и я думаю, что сейчас вот и свисток прозвучит, да, и команда на перерыв отправится. Я не знаю, Вот стоит и ли нам свисток, возвращаться да, Андрей, вот уже и после свисток. перерыва сюда. Нет, ну мы, конечно же, вернемся. Ждем от Гродно все-таки чуть-чуть другой игры, да, и Катя Ковальчук должна сейчас, да, с Катей Дудко завести, да, свою команду, постараться все-таки еще впереди 45 минут. Да, дорогие друзья, так что не переключайтесь, мы вас на минут 15 покинем. Вы можете сходить, заварить себе чая, либо быстренько сбегать за квасом в магазин. Вот. И через 15 минут мы с вами снова встретимся.
типа с монеты так шутка все, у меня несколько секунд.
Что
больше не буду просить. Может, только один раз хотел, больше не хотел. Друзья, мы снова с вами в эфире YouTube-канала Ассоциации Белорусской Федерации Футбола. И также наша трансляция идет на официальном сайте. Матч 9-го тура в женской высшей лиге. Первая игра 3-0 после первого тайма. Минск ведет у Немана. Мячами Елизавета Пинчук, Дарья Татарин в свои ворота, ну и Аня Сас отличились в первом тайме. И ждем мы ответа все-таки от Гродно. Да, Андрей, замен пока у нас не было, мы видим. Ну, замен не было, в первом тайме одна Да. была, там номер Именно. Эбби уступила место на поле Гибе. Да, именно я так и имела в виду. Вот, и посмотрим, да, что тренерский штаб гродненской команды предпринял. Возможно, какие-то мотивационные слова сказал, чтобы девчонки исправили ситуацию. Так, а сейчас мы наблюдаем атаку Минска. Милана Суровцева. И это мог быть гол, но нет. Автогол. Но хорошо, что все хорошо закончилось. И угловой Не увидела, Елизавета Пинчук била, да, или Милана Суровцева? Да, Пинчук. Да, ну так рядышком мяч со штангой просвистел. Так, Аня Сас будет подавать. Но я думаю, что будет опять розыгрыш, да, у Минска. А нет, не будет. Настя Побегайла качнула. Аня Сас подача. Таня Кенда отбивает. Вот, и мы можем видеть контратаку команды Гродно. Нет. Напрашивалась сюда Елизавета Гиба, передача да. все-таки на Качан. Она Здесь хотела исполнить, но передний Гиба... фланг был Да. абсолютно пустой. Ну почему? Но Гиба Вот уже эти прочитала. девушки. Да. Итак. И что? О, Виктория Бельмач выбивает мяч. Валерия Богдан на Наташу Осмыкович. Наташа Осмыкович против Виктории Бельмач. И в пустые ворота забивает Милана Суровцева от штанги. И что-то она показывает сердечко. Видимо, нам она показывает сердечко. Не иначе. Я думаю. Милана, спасибо, мы тоже тебе шлем поцелуйчики. Итак, 4-0, 47-я минута. Вот, Вот мы от Миланы дождались все-таки. да, этот Её гол, Гол. да, все-таки капитанский, лидерский. И хорошо она, конечно, замкнула, но так очень, знаешь, напряженно в перекладину, точнее в штангу, потом в ворота. Вот. У меня, кстати, знаешь, что, Андрей, были в карьере такие ситуации, что я буквально с 30 сантиметров, да, ну, с полуметра в пустые ворота не попадала, мяч шел выше. Сколько таких вообще Поэтому- вот на Ютубе можно нарезочки Ну, это посмотреть. да, это, Женский конечно. футбол там сплошь и рядом. Достаточно такого. Да, а ты знаешь, что еще приходит мне на память, когда в Лиге Чемпионов играла Гиндра против Барселоны, да, и у нас там играла наша белорусская Любовь Гудченко, и там тоже у них такая смешная была атака, они могли забить пустые ворота и что-то друг другу помешали, тоже такой казус. Так что, друзья, если что, загуглите Барселона-Гиндра, вот, и вы увидите этот момент. Обидно, но в то же время очень смешно. Так, Даша Татарин не дотронулась до мяча. И нет, в нем он должен аут, да. Нужно мяч отдать сопернику. Марчик молодец, да, сразу схватила. Нас, вот, кстати, да, так тоже учат, что быть наглее, смелее, мяч взял и все. И иногда даже рефери на это ведется, что видит, что... Так, Анастасия Побегайла сделала, да, так перекинула вокруг себя Вот мяч. еще один момент у Пинчук, наверное, будет. Да, ну что-то... Сейчас посмотрим. Главное, чтобы Неман, не, знаешь, как говорится, не посыпался, потому что все-таки уже 4-0 психологически так тяжеловато. Так, Екатерина Дудко. В аут. Да, ну, тяжело команде из Гродно. Ну, зато девчонкам из Минска, да, как говорится, все, они уже на кураже. Получайте удовольствие от футбола. Какие-то свои атаки. Чудите, финтите. Но, опять же, вспомним Барселону ПСЖ, сколько им нужно было отыгрывать мячей. Нету ничего невозможного, поэтому мы будем верить, что
все-таки еще какая-то интрига может быть. Аня Сас на Милану Суровцеву. Милана на Анастасию Побегайла, но немножко загнала ее. Анастасия Побегайла что будет делать? Обыгрывать. Кстати, вот под своей ногой. И будет бить. То, что вот, Андрей, мы с тобой говорили, да? Настя поменялась флангом, как мы видим. И сейчас она уже смещается под свою рабочую левую ногу. И все, только огонь. Ариен Робин в юбке, да? Да. Ну, насколько я знаю, Настя юбки не особо носит. Но... Так, и что у нас? Розыгрыш. Аня... Так, там офсайд, да? Ага. Розыгрыш не получился. Поэтому голкипер Немана будет мяч вводить. Может быть, замены какие-то, да, последуют уже все-таки второй тайм. Ты думаешь, Андрею Гродненской Гродно? команды. Ну, им отыгрываться нужно, не знаю. Хотя здесь особо-то и выпускать некого. Может, разве что Но... Полина Долматова, вот россиянка, есть в запасе. Я даже да. не знаю по такой игре, нужна ли такая рокировка. Ну вот у Минска все в строю, кто должен быть. Вот единственное, что в матче, да, против Динамо Саша Циркова травму получила, да, мы помним. Но Да, вот да. она вне игры пока вот оправляется в повреждении, Да. желаем здоровья. Так все в строю. Да. Андрей, Вика Бельмач пролетела, Милана Суровцева, и Милана забивает 5-й гол. Милана Суровцева. Счет 5-0. Молодец. Ну, прям, Финиширует слушай, во втором ты тайме, знаешь, Андрей, ее прям, да, сегодняшняя игра, и голевую передачу отдала, и 2 гола уже забила. Молодец, Милана. Надеемся, что и когда она будет играть за нашу национальную женскую сборную, она будет забивать такие же красивые голы, также уверенно. Вот, и мы видим, что готовится замена у команды Немана. Там Екатерина Ковальчук дает какие-то указания. Ну, как игроку. раз таки Долматовой, да, вот под 18 номером, отсюда нам хорошо видно, вот на экипировке. Поэтому там интересно, опять же, кого она заменит. Какие есть вообще тут варианты? Ну да. Качан, может быть, да, снимут с игры, она все-таки, ну, не игрок основного состава, как Железный уж прям совсем. Ну, ты знаешь, Андрей, насколько я Наташу помню, знаю, да, она практически во всех командах, но где играла, ну, она была игроком основного Ну, состава. понятно, да, год пропустила, и сейчас, может быть, ей не Да, ну, совсем возможно, да, еще форму нужно, сподручно. Мгм. знаешь, набрать. Что там, опять Да, офсайд, да? игры. Да, но при такой игре, конечно, нужно, да, атаку Ну, 2 гола, усиливать. да, быстрых, конечно, во втором тайме они совсем уж так. Ох, не Но- знаю, ушат холодной воды или ледяной душ, тут уже как кому удобно. Да, но это говорит о том, что, видишь, все-таки девчонки с Минска, да, они не расслабились, а наоборот, у них еще больше какой-то такой мотивации появилось, тем более, что главный тренер национальной женской сборной присутствует на матче, тоже просматривает кандидаток, тоже есть, да, шанс, что тебя заметить, проявить себя, поэтому тут тоже, я думаю, этот фактор играет роль, и девчонки из футбольного клуба Минска, да, мы видим, так, там мяч на поле, товарищ судья. Ну, дает играть, чтобы Ну да. лишнюю эту Ты знаешь, у нас паузу не давать. мы на тренировке иногда играем 2 мячами в квадраты, поэтому точно так же можно и поиграть, когда 2 мяча на поле. Но это опять же, это я шучу. Анастасия Побегайла в офсайде. Да, Андрей, как ты уже сказал, номер 18. Это Полина Наталью Качан. Долматова. Вот мы О, прям с Андрей, тобой ты прям... провидцы какие-то, да? Да. Еще На самом деле ничего сложного не было, потому что, ну, по сути, то же самое, да, все повыше, наверное, Долматова будет, чуть Катя из глубины будет стараться, не знаю, да, что это принесет, как бы Гродно, посмотрим. Так, Андрей, а напомни, пожалуйста, ФК Минск и Зорка. С каким счетом ФК Минск? 4-0, Тоже Минск выиграл, это 4-0, был да? первый тур.
Ага, ну видишь как, а здесь 5-0, а Зорко с Неманом 2-2. Кстати, это очень игра тоже была, знаешь, такая напряженная, интересная, с интригой. Там Зорко ведет, потом Неман отыгрывается, потом снова Зорко ведет, Неман отыгрывается, и там такие качели были, что ты знаешь, очень интересно. Так, Анастасия побегала. Ну что, Настя, ну да, под левую, бей в дальний, Настя! Сильнее, и опять гол. Милана Суровцева. Хет-трик во О-хо-хо! Молодец! Ну, это, конечно, сегодня игра Миланы, но мы не будем, конечно же, и забывать, что Настя побегала, да, так прошлась по флангу, сместилась под свою рабочую ногу, влево пробила. Вот, и, конечно, голкипер отразил удар, но не зафиксировал, и Милана Суровцева делает счет 6-0 на 55-й минуте. Да, Андрей, ну что уже тут сейчас? Я не знаю, неожиданно, мне кажется, слишком уж, да, то как бы 3-0 после первого и очень быстро, за 10 минут еще Да, 3 слушай, гола. ну вот тоже, да, либо это Неман сбавил, либо это ФК Минск еще как бы более увереннее, более напористее, нахальнее. Ну, то, что они не сбавляют обороты, это ну точно, да, да? прям смотри, как И в я одну думаю, косашку, что да, Пышник тоже отыгрывается. от них этого требует, да, не останавливаться. Да, Андрей Юрьевич тоже молодец, наверное, замотивировал девчонок, вот избивают. Кстати, Екатерина Дудко, да, тренера главного команды, играющего. Да, и мы видим, что Катя тоже очень недовольна и тяжело. Я же говорю, что очень тяжело, да, и самой играть, и психологически так, и еще команде что-то нужно подсказать, как-то повлиять. Каролина Житко делает длинную передачу на Муссу, но она не доходит. Полина Малаева мяч забирает. Итак, Милана Суровцева. Ну, сейчас у нас уже, да, главная, как говорится, звезда — это Милана Суровцева, потому что она сегодня забила много голов. Сейчас вот опять на нее пас. И что Милана в офсайде оказалась. Но мы видим, что в обороне сейчас Неман как-то не очень надежно, очень себя как бы вальяжно и вольно чувствует игроки футбольного клуба Минска. Очень все легко им дается. Так, Виктория Марчик выбрасывает аут. Анастасия Побегайла. Анастасия Побегайла отдает обратно. Аня Сас хотела пробить, но удар заблокировали. Аня. И что там, Андрей, угловой, да? Плохо нам, конечно, видно отсюда. Так, и что, будут разводить девчонки. Анастасия Побегайла, подача. И Екатерина Дудко выбивает мяч. Но девчонки ФК Минска мяч снова себе забирают. Я думаю, в этой ситуации вполне можно уже и россиянку, но она киргизка, голкипера резервного выпускать. Почему нет? Для дебюта, опять же, в такой игре, ну, вот можно уже в девичек чуть-чуть туда так выдохнуть, дать Айчурек Талонова. Вот есть в запасе, да, недавно она в Гродно появилась. Ну и не знаю, да, тут Катя Ковальчук, ей, конечно, виднее, да? Ну да, что делать, потому как что вратарю. сейчас... Ну, кстати, ты знаешь, Андрей, голкиперов тоже, ну, редко когда меняют, даже При если... счете 0-6, я вот на это Ну, просто акцентирую внимание. Да, но все равно, наверное, пускай... То есть ты понимаешь, как той же Авдейчик, да, она молодой игрок, ей нужно набираться опыта, и она такая, блин, я пропустила 6 голов, и меня меняют. Ну, потом тоже, знаешь, Ну, психологически. чтобы больше не было, Настя. Видишь, Ну, мы с тобой Андрей, женское мужское называется. Я Один это думает прекрасно так, второй понимаю, по-другому, но да. тут в другом доверие тренера. Ну, значит, столько пропустила, но все равно я играю, понимаешь? Я тебе говорю, тут такой тонкий лед, это женская психология футбольная. Конечно. Просто с нами я... Тут нужно делать Сколько лет я боролась, с нами, ну, в смысле, играла, с нами всегда вот это боролись, потому что ты можешь, тренер говорит одно, мы вообще переделаем другое. Да я тебе тоже расскажу один момент. Когда я играла еще в Гомеле, я помню, мы приехали в Брест, и тогда Виктория 86 вроде бы была команда, и достаточно хорошая команда, вот, как уже многие знают, что в Гомеле у меня, ну, как я называла немножко, ну, так,
буквально пару человек были именно как футболистки, остальных не было столько мастерства. Вот, и мы приехали играть. И тут так получается, мы ведем 2-0, перерыв там, и тренер там, Эдуард Иванович Деменковец такой говорит нам: девчонки, все хорошо, там, типа, чуть выдохните, там, подрасслабьтесь и все, играйте. Но мы потом проиграли 3-2, и он потом в перерыв, после игры приходит и говорит: я имел в виду, расслабьтесь в плане, ну, девчонки, расслабьтесь в плане, не вот так, вы ведете 2-0, играйте, все хорошо. А мы расслабились и пропустили 3. И он говорит: вообще ничего не понимаю, как с вами работать. Ну, типа, блин. То есть мы вообще просто по-другому все, знаешь, как-то интерпретируем наш женский мозг, но в то же время это, наверное, интересно, когда, да, там тренеры с нами работают, мужчины, но когда вот большой плюс, я считаю, когда работают женщины-тренеры, да, потому что особенно те, которые играли, которые, они знают эту кухню, они это все прошли, они это проанализировали, вот это все знают, и то есть они уже чуть-чуть по-другому на это все смотрят, нежели когда, знаешь, тренер мужчины. Но у нас тренд пока что этот не задан, да? Тут, наверное, кто-то Брестская Динамо, да, Гомельская область, и пока что все. Кстати, да, тренер Гомельской области, вот, да, Виктория Шолохова, один из тренеров. Я еще тоже с ней играла, начинала, да, Вика, она очень, Виктория Гарнольдовна, да, скажем так, она очень тоже опытный игрок. Я помню, она была у нас лидером тоже, когда вот играла, когда мы только начинали наш первый сезон команды Гомель, и она в обороне в центре играла. Очень, знаешь, такой нам тоже была наш, как говорится, гуру. Мы брали с нее пример, потому что у нее за плечами уже была достаточно хорошая карьера. И вот мы наблюдаем, готовится замена команды футбольного клуба Минска. И кто там, Андрей, у нас Анна выходит? Кашинская, защита. Да. Наверное, будут менять крайнего защитника, да? Либо полузащитника. Сейчас мы посмотрим. Ну, Марчик могут, да, сдвинуть чуть-чуть повыше, да, и на ее фланг. Тут вариант как бы есть, да? Андрей, ты знаешь, ты говоришь Марчик, и мне все время Вика, я тебе говорю, она мне ассоциируется, сколько игр смотрю, это красная карточка, либо желтая, знаешь, карате. Говорю, опять же, Викуля вообще, она очень классный игрок, но почему-то, когда Вика у меня сразу, когда она кого-то, знаешь, косит со своей ноги, либо кого-то заваливает, вот почему-то такие, знаешь, ассоциации у меня. Ну и так, конечно, про каждую футболистку, да, назови, я тебе скажу, с чем она ассоциируется у меня, но вот Вика, это прям вот, говорю, карате у меня, одно слово. Неуступчивая, да? Да, но это очень, да, хорошо, но, понимаешь, Андрей, когда ты защитник, и ты играешь на уровне высоком, да, где любая желтая карточка, а потом красная, это просто на вес золота. И, ну, защитники, ну, как бы, знаешь, так, мне кажется, не совсем имеют право в каких-то ситуациях, где можно этого не делать. Ну, И опять получают. же, эмоции, да, захлестывают. Ну, как да. в том же Суперкубке, да, мы видели. Да. Отмахнулась, получила, хотя... Но она Опять там... же, там надо было, да, наказывать и соперника, ну, уже как вышло. Ну, да, рефери посчитал так. Так, Екатерина Дудко, что Катя... О, кстати, Катя, хороший обводящий удар из-за штрафной. Так, мы видим, у нас Пинчук, замена. Да, Уходит. Елизавета Автор Пинчук. первого гола в нашем матче. Да, но мне кажется, Милану Суровцеву будут в нападении использовать, а Гибу все-таки в край полузащиты. Да, Андрей, как мы видим, так и есть. Кашинскую только. Ой, Кашинскую, боже, извиняюсь, они просто, кстати, похожи немножко так сзади, издалека. Визуально, да. Да. Да, как и у нас в «Динамо» Минске есть Анастасия Шлопакова и Карина Ольховик, тоже они, их называла Не всегда. мудрено спутать, да. Да, согласен они с такие тобой. еще одинаковые прически, сзади вообще ты их не различишь даже, как сестры. Точно так же и здесь. О, было немножко опасно. Да, от Красиковой. Элементы риска сами себе, да? ты знал. Хотят чуть-чуть ситуацию усложнить горожанки. А ты знаешь, что, а вот представляешь, да, вот она разворачивается, Полина там заскучала, Малаева в воротах, и как дает под перекладину, и все. Все-таки 6-0, да, можно. То, что Полина без работы.
Полина без работы, а потом и Красикова без работы уже в прямом смысле бы Да оказалось. ладно, нет, конечно, Андрей, это уже зрители понимают, что это мы шутим, потому что счет такой на табло, что Грех не пошутить. грех, да, ну, это как бы юмор, да, он вообще по жизни спасает. Ой, Аня Сас, какая передача на Милану Суровцеву и офсайд. Слушай, ну Аня молодец, конечно. Знаешь, скрытая передача с левой. Все умеет Между уже, да? игроков, да, но опять же, как я уже много раз говорила, что когда мы в прошлом году с Анечкой играли, у них такая болезнь, ты знаешь, у некоторых детей, они пас на 3 метра дают с подъема. Я вообще в шоке поражалась. Говорю, Аня, ну дай ты щекой. Она все время с подъема. Ну, как бы все футболисты, они знают, что, ну, с подъема ты даешь на длинное расстояние, но не на короткие. Вот, и сейчас мы, когда всегда с ней после игр общаемся, да, я ей так иногда говорю, но иногда уже хвалю, потому что говорю, молодец, там со щеки дала, Анечка, умница. Она говорит, ну ты ж не зря на меня кричала весь прошлый год, и мне это говорила. Подучилась, в общем, Ну да, конечно, то на самом деле, знаешь, скауты, какие-то специалисты футбольные будут смотреть и недоумевать, типа, что? Почему она так делает? Итак, Виктория Бельмич на Катю Дудко. Катя Дудко. Это За вороту, да? И что, издалека? Надо Может бить. бить, а не бьет. Слушай, Гродно, да, надо отыгрываться, но они почему-то не бьют по воротам. Ну, не знаю, такой какой-то немножко хаос, да, вот в их как-то игре присутствует, так, не знаю. Нужен им все-таки тренер, мне кажется. Вот, который бы из бровочки руководил. Да, ну, как-то, не знаю, чуть-чуть настраивал, да, эти постройки делал, потому что он так тяжело. Дудко и Ковальчук, наверное, Катя Ну, еще не столь опытная, да? Да, да, у Катюхи, ну, нету такого прям большого богатого опыта, но, не знаю, наверное, руководство так считает, что нужно, ну, вот так. Ну да, мы уже их, скажем, не оцениваем, да, Да, решения. как да, Андрей, есть. вот Анастасия побегал. Настя, почему ты, вот, почему она отдает пас? Настя, вот это же талантливый игрок. Она вышла, перед ней ворота, бей, левая нога. Вот видишь, Андрей, это вот это женский футбол. В мужском, наверное, бы уже, мне кажется, удобно-неудобная позиция, он бы уже бил бы. Сразу на ум Александр Глеб приходит в свои такие зрелые годы тоже. Передачами грешил, когда мог там и сам, наверное, да, О. заканчивать. Ой, атаки. Андрей, ты знаешь, тоже расскажу историю про Александра Глеба. Это вообще мой кумир. Я, когда играла, я следила за его карьерой. Я вот была тоже 13-м номером. И я помню, они играли, когда был Бернштанге, они играли у нас в Гомеле с командой Люксембурга. У них была пресс-конференция, я помню, вообще я с ним фотографировалась, я помню, он мне там вообще расписывался на своей фотографии, когда он за Арсенал играл, и мы, когда пошли, я помню, всей командой гомельской на игру, а они тогда проиграли, сборная Беларуси, сборная Люксембурга, и мы такие, типа, блин, там же врачи играют в этой сборной Люксембурга, но у них тогда была очень хорошая, конечно, команда по фамилиям, там и Амеленчук, и Ромащенко, вот и Глеб, Живнов, то есть прям такие личности, очень выдающиеся, сильные футболисты, но проиграли. Вот это, что касаемо Александра Глеба, что да, он, конечно, это легенда, это прям, я считаю, что это номер один, и это, ну, наша гордость нашей страны, нашего футбола. Товарищ, скоро выйдет, да, я думаю, Да. как раз таки вместо твоего кумира Марка, да, наверное, появится на поле. Ну, кумиры в женском футболе, в белорусском у меня, конечно, Ты не слишком Виктория. вот сегодня часто прям Про неё Марку я говорила, просто... да. Но ты знаешь, Андрей, потому что в прошлом году она играла за команду Брест, я помню, и тоже, как с ней нету, все время подбомбит, как-то подкатится, что-то ногу свою вставит. Вот я говорю, как это у меня вот с карате ассоциируется просто. За И вороту что? на Джульетту Нану, да, и вот ставит здесь штрафной удар Сергей Стецурин. Тут прям вот африканская у нас дуэль, да, вышла. Реджина Оту свалила на Зувороту. Ну и что, замена до штрафного у нас или после? Мне Не кажется, торопится бригада. все-таки после Да. будет.
Посмотрим. Может быть, Гродно все же хотя бы один гол забьют, да, как говорится, для престижа. Потому что все-таки 6 мячей в сетке вести, знаешь, так не особо приятно. И кто у нас будет бить? Татьяна Логинова, Виктория Бельмач или Екатерина Дудко? Мы сейчас будем Удобнее, наблюдать. наверное, правой, да? Да, Вот так. конечно, Тут крутить в дальний угол, либо с прямого бить. Ну вот, Вика, нет, немножко не сильный удар получился. Хотела, наверное, на технику закрутить. Ну и контратака от команды Минска. Да, Минск в этом Анастасия году Побегайла. 4 гола-то всего лишь пропустила. Тут Да. Гомельской области и 3 от Динамо. Поэтому тоже там как-то все наглухо прикрыто. Очень хорошо. Но если что, и Малаева, не помню, да? Подтащит. Малаева, Когда нужно Буфонище. это. Да. Вот так Вратарище. вот. Марчик, да? И Да, Таваревич на мой кумир Марчик. Молодец, Вика. Сегодня она без карточек, сегодня она без каких-то такой борьбы, никого не завалила. Ну, это я, конечно же, шучу. Вика молодец, очень хорошо отыграла этот матч. Так, и мы смотрим дальше. Екатерина Дудко. Фалят на Кате. Даша Татарин. Наверное, Ну и будет делать... Станкевич, Карина вот тоже скоро на поле появится. Видимо, уже ее у кромки поля. Да, идет, улыбается что-то. Видимо, какой-то хитрый план у нее и у Андрея Пышника, потому что они переглядываются, улыбаются. Возможно, Карина есть Джокер. После 70-й минуты. И снова у нас штрафной удар. Команда Немана будет бить. Так, Каролина Житко. Так уже до ворот прилично, да? Вряд Кстати, ли у тут Каролины будет Житко очень сразу хороший удар, но она будет бить. делать Ну да, подсечка. оттуда бить, конечно, Кто не там? пристало. И аут. Пока не получается ничего сделать девчонкам из Немана. В атаке аут. Но... Так, это Гиба. Или нет, это Кашинская. Вон, все, вижу. Потому что опять смотрю, да, одинаковые. Виктория Бельмач бросает аут. Показалось минчанкам, что там... Не минчанкам, из Немана девчонкам, что там фол, но не было нарушения. Посчитал рефери. Аня Сас на Красикову. Красикова на Таваревич. Гиба на Смыкович. Так, Смыкович на Кашинскую. И, кстати, очень неплохо, да, могли выйти, но... Это Валерия Богдан, да? Плохо Да, видно, да, не поняла немножко. Кстати, вот Валерия Богдан, да, как-то немножко незаметно была, на мой взгляд, сейчас во втором тайме. Практически вся игра была правым флангом. Да, но она чуть повыше стала Да, действовать, да. как мы видим, да? Ну а Кашинская уже на ее место перешла. Да, Андрей, ты прав. Анастасия Побегайла отыгрывается на Аню Сас. Аня Сас опять на Анастасию Побегайла. Ну, Поби проверила между Дашу Татарина и... Ой, молодцы. Ну, конечно, да, сейчас могли связать. Конечно, эта связочка Сас и Побегайла, так знаешь, рисуют. Аня Сас не получила мяч. И там Каролина Житко. Аня Сас фалит. Ну, еще одна замена, да, и видим, мы Наталья Смыкович уступает место на поле Карине Станкевич. Третья замена в составе Минска. Да, Екатерина Ковальчук особо не спешит проводить замены. Только одну произвела пока. Ну, посмотрим. Итак, Карина Станкевич верхним опорным у нас вышла играть. Насколько я тоже помню, Карина раньше играла либо центральным защитником, либо нижним опорным. Но Андрей Пышник ей
подобрал другой амплуа. Сейчас она верхний опорный. Итак, Гиба. Гиба ошибается, и команда Немана могла пойти в контратаку, но нет. Да, там как-то Долматова Да. Станкевич, да, свеженько вцепилась. Ну, скажем, что и Полина-то не торопилась, да, чего-то. И 15 минут до конца у нас игры. 6-0. Так, вот Станкевич на Суровцеву. Суровцева. Немножко надо мягче. Милана хотела на Анастасию Побегайло дать пас. Даша Татарин. Даша Татарин на Екатерину Дудко. Но Катя пока что-то не цепляется за мячи. Аня Сас на Анастасию Не было там Побегайло. игры, нет, и можно Нет. продолжать матч. И что Настя будет Побегайло, предпринимать? давай, Сходит в простреливай, штрафную. Настя, нет. Ой-ой-ой, Настя! Это уже второй вот такой вот удар, да? Слушай, ты Сейчас знаешь, ворот да, в поближе. ближний угол, но прям такой, знаешь, мощный. Ну, мы понимаем, что, в общем-то, по первому кругу, да, две команды выделяются. Динамо впереди планеты всей, и вот одно поражение у Минска, в общем-то, все абсолютно тут, предсказуемо, да? Но еще Все победы, одно поражение. Вот всё как раз равно таки чемпионы. впереди будут игры, и я думаю, что еще ФК Минск и Динамо Минск в любом случае сразятся, и я думаю, что ФК Минск не будет так просто Да, конечно же. Мы выходить. ждем следующих игр, мы и Лиги чемпионов ждем. Тут Да. информация получена из достоверных источников. Очень скоро вот эти самые акции футбольного клуба «Динамо Минск» БФЦО «Динамо» перейдут, но и не будет больше никаких проблем, там и разговоры эти закончатся, поэтому две команды спокойно в Лиге чемпионов вот летом поучаствуют. Да, и будем Так что тоже- все будет хорошо. Будем наблюдать, Андрей. Там еще в сентябре будут официальные игры нашей национальной женской сборной. Кстати, Андрей, а мы с тобой раньше не говорили, прошла же жеребьевка, да? И какие... Да, 30 апреля уже достаточно Да, давно. я просто, если честно, уже и подзабыла, мы говорили или нет, какие соперницы нам попались. Я думаю, что там Нидерланды, насколько я помню, да? Сборная Нидерланды, Исландия. Чехии, Исландии и Кипра. Вот такая вот Да. будет у нас отборочная группа. Ну, ты знаешь, что я помню, мы и с Исландией играли, тоже и с Нидерландами. С Кипром я не играла, со сборной Чехии тоже, но в любом случае соперники довольно серьезные. И будет интересно тоже наблюдать за этими отборочными. Ну, конечно, сразу сделаю прогноз, что голландки, они фаворитки, потому что они выиграли, да, прошлый чемпионат Европы. То есть там, конечно, игроки, вот, кстати, Лики Мартинс, которая играла за Барселону, сейчас выиграла Лигу чемпионов. Вот, и очень многие игроки играют в Лионе, в ПСЖ. Короче, будет тяжело. Да. Я помню, тоже мы с ними играли товарищескую игру, но, блин, там, достаточно очень сильная сборная, опять же, повторюсь. Так, Вика Бельмач делает вынос. Или это была просто длинная передача на своего крайнего Да, там уже, полузащитника? наверное, и селенок-то не так и много, поэтому где-то уже Ну да, просто слушай, на отбой, да, играют, да. в том числе и Андрей, крайние слушай, защитники. ну вот мы видим, да, девчонки из футбольного клуба Минска прям держат темп, не останавливаются, атакуют, как ты знаешь, нету такого, что успокоились, все время нагнетают. Ну да, так та же Лига чемпионов, там же не будет просто, поэтому все 90 минут надо будет играть, и вряд ли там команда, да, так вот 6-0 будет вести. В 55-й там или какой минуте. Ну, ты знаешь, Андрей, все же есть, ну, по крайней мере, в тех лигах чемпионов, в которых участвовала я, все же были команды, где мы столько забивали голов. То есть там, когда у нас, получается, формат был такой, что вначале был отборочный, да, там было 4 команды. И вот мы сеялись, и одна была, как бы, считается там самая слабая, чуть-чуть сильнее, прям самая сильная. Вот, и, ну, бывали и такие Ну тоже да, если счета. какой-то условный чемпион Люксембурга, там, конечно, да, и 6-0, или, может быть,
по-всякому. Ну, просто тут команда молодая-то у Минска. Не знаю, будет ли уж прям таких ощутимо, даже вот с такими соперниками преимущества. А Саула здесь выходит у нас, Красикова меняет. Еще одна вот у нас замена в центре защиты Минска. Да. Центральных, как я уже говорила, что центральных защитников особо нету тенденции, чтобы их меняли, но... При таком счете уже можно. Ну да. Там единственное, что да, с Эбби все хорошо было, да, чем Кстати, замена Андрей, у продиктована нее была. задняя, Да, да, поверхность, дернула да, всё-таки, да? дернула заднюю поверхность бедра, да, вот мне только что сказали, поэтому у нее вот такая как бы микротравма случилась, и поэтому ее поменяли, решили поберечь для следующих игр. Итак, Станкевич на Милану, Милана входит в штрафную, Милана, и вот Анастасия побегала. Офсайд нет. Офсайд. Ну, Поднимает. все было красиво, тем не менее. Ну, да? ты знаешь, что да, надо отметить Милана Суровцева, да. Могла еще одну голевую передачу отдать. Вынос, Аня Сас перехватывает, и Аня что, входит в штрафную. Могла бить Аня, но решила еще раз обвести. Каролина Житко на Дашу Татарин. Даша Татарин крутится. Аня Сас молодец. Во всех наших отборах, во всех моментах участвует. Еще один офсайд и вторая замена у гродненского Немана Валерия Харитончик, футболистка 2002 года рождения. Выйдет на поле в ближайшей паузе. Ну вот да, вот 4 замены Андрей Пышник сделал. Конечно, если бы у Гродно, да, был такой резерв, я думаю, что они бы так не тянули, да, с заменами. Но там Ну да. особенно так А вот, выпускать Андрей, мы принято. смотрим. Это Зуверату штрафной. Да, входит. Штрафной. Хорошо да. тогда. Ты знаешь, да? Но Могла она. дальше уже ничего не Что-то получилось. она. Слушай, я уже смотрю, который раз девчонки падают, как-то цепляются. Видимо, не знаю, может быть, что-то крошки много насыпали, либо, может, очень высокие шипы. Для меня это немножко загадка, что прям на ровном месте они падают. Причем уже не первый игрок. Да, есть какие-то проблемы. Не знаю, то ли у футболисток, то ли с Поляной. Ну, в общем-то. Замена у нас происходит. Нана Джульетта поле покидает. Ромео, такое имя, да? Или фамилия, точнее, Джульетта. И Ромео. Впору с Шекспира вспоминать, Ну, да? да. Тем более при таком счете. На Да. табло. Ну, я думаю, что команде, да, проигравшей и пропустившей столько голов, конечно, обидно, но команда, которая все-таки эти 6 голов забила, им приятно, да, и им все равно. То есть голы красивые, голы хорошие, каждый свою задачу делает. А вот Катя Дудко и Полина Малаева на месте, вот. Все-таки капитан Гродно могла сейчас поразить ворота, но нет. Да, ну давай, да, отдадим должное. Так вроде бы ошиблись, да, около своих ворот. А Малаева позицию выбрала, да, спокойно разобралась. Тоже не заскучала, да, там в створе. Ну вот команде БФФ Минск 7 забил, да, сегодня 6. Так, вроде бы, ну, немножко в разных категориях, да, эти два Андрей, соперника. ты знаешь, ФК Минск забил 5, а еще один же, получается, из Гродно забили. Ну да, поэтому- да, сделаем на это скидку. Почему Да, бы и ну, нет? опять же, это мы немножко так юморим. Но замкнула хорошо. Мне кажется, потом Самый по красивый гол. Евроспорту, по Евроспорту В этой игре. этот завершающий удар потом покажут. Так что я потом свяжусь с Дашей Татарин и скажу, где бы она могла посмотреть, как она забила гол. Так, вынос от ворот. Там боролась Екатерина Дудко с Кашинской, Виктория Бельмач. 6 минут до конца. Да, второго тайма. И аут. Валерия Богдан будет вводить на Станкевич. Станкевич хотела, наверное, на Анастасию Побегайло. Так, Каролина Житко. Каролина Житко хороший. Ах, чуть-чуть не точно, но по мысли очень хороший пас. Хотела дать. Так, Татьяна Кенда.
Так, очень много что-то, знаешь, опять борьбы Сомбура, Асаула. Да. Все, ФК Минск уже можно, знаешь, так мяч держать и все, и не суетиться, не паниковать. Да, ну и травму бы не получить, Ну, конечно, да. Да, вот да, вот это последние самое 3 минуты главное, не потому нужно. что, вот как ты уже и говорил, да, про Сашу Цверко, я там с ее папой связывалась, у нее должно быть вот на днях МРТ, у нее там немножко что-то с мениском, в общем, и там уже ей, ну, жидкость откачивали, и вот ждут МРТ, чтобы посмотреть, прям нужна будет артроскопия, и либо не нужна будет. Вот, и опять же мы пожелаем, чтобы все было у Саши хорошо, потому что это очень, да, молодая футболистка, тоже очень талантливая, заслуживает тоже внимания, чтобы за ней следили, в такие годы уже выходить в высшей лиге играть, в составе такой команды, которая претендует на чемпионство. То есть это очень дорого стоит. Так. И что у нас? А, вот и мы видим, Даша Татарин Силы уже Татарин так... покидают. Ты знаешь, она уже такой немножко какой-то Язык на прям плече немножко, да. Ну безысходности, понятно, да, что Андрей. тяжело ей сегодня пришлось, в общем-то, как и всем. Много работы, Да. да, было и в обороне. Итак, Милана Суровцева. Ну нет. Голкипер Немана на месте. И выгоняет она всех со штрафной. Выносит мяч от ворот, но там будет, наверное, аут. А нет, мяч остается в поле. Катя Дудко. Нет, тяжело, знаешь, без помощи какой-то, без поддержки Катю тяжеловато все же должны. Карина Станкевич не в свойственной ей манере Таню Кенду обыграла. И что, кстати, Станкевич тоже очень хороший удар сдалека. Может она пробить, но она отдает пас на Анастасию Побегайла. И нет, Настя, вставай, судья не верит, что тебя кто-то зацепил, сама упала. У нас Долматова здесь на фланге. Да, и передачка, конечно, подкачала. Да, вот Аня Сас одна, Анастасия Побегала, ты в офсайде. Милана Суровцева. Так, нет, Даша Татарин. Но уже, как мы видим, да, девчонки из Немана очень уже устали. Они уже прям какими-то такими группками уже не особо даже по позициям не становятся. Офсайд. Да, осталось 3 минуты, Андрей. Ну что, мы немножко можем уже подводить итоги, да, этого матча. Итоги простые. 24 очка у Минска после первого круга, да. 8 побед, 1 поражение, ну и 19 у Немана остается. Команда на 3-м месте. Ну и сегодня у нас еще в Витебске, да, матч в 17 часов начнется. Витебск, Днепр, Могилев. Тоже, друзья, кому интересно, оставайтесь на YouTube-канале АБФФ или на сайте. И вашему вниманию эта игра тоже в прямом эфире. Ну и завтра еще 3 матча вот 9-го тура. На этом наш первый круг заканчивается. Да, но мы видим, что 6 мячей забили футболистки ФК Минска. И, конечно же, преимущество у них было большое над соперницами. И голы были разнообразные и красивые. И мы видим, надо отдать должное, что 88-я минута вообще, мне кажется, даже ни на секундочку не остановились, да, это все дорогого время. стоит. Да, молодцы, то есть мотивированы, потому что, опять же, как я говорю, в таком возрасте, да, можно быстро расслабиться, ну, забили и все, остановиться просто уже. А нет, девчонки, кстати, Опять вот же, сейчас вот, опять Настя, могут... конкуренция есть в команде, да, поэтому Да, да. они же в том числе и за свои места в основном составе, да, рубятся. Да, за Андрей, все свои правильно. премиальные и так за далее. это тоже. Ну что, Побегайла? Анастасия Побегайла, ну, давай, Настя, Пробила, минута да. осталась, ну, сделай Перед ней там Зидана, Житко пофинти. неплохо, Ну, в вот общем-то, Аня стеной Сас. стоит. Пенальти нет, Анечка, там не было ничего, вставай. А вот Даша Татарин, что Даша будет делать? Сама убежит, будет обыгрывать 1 в 1? Нет. Но мы видим, что да, у Даши уже силенок не очень много, вводит она аут. Давай скажем, что в понедельник вот команды в Кубке Беларуси сыграют, да, Вот, да, 1/4 Андрей. финала.
Неман поедет в гости к Брестскому «Динамо», ну а Минск вот снова вот буквально тут за неделю второй раз в Могилеве сыграет. Ну, понятно, да? По результатам тут фаворит этих игр, хотя, наверное, даже не знаю, стоит ли вот после этих 0-2 тут говорить. Может быть, как раз-таки Михаил Соболев будет думать, да, долго, что ему предпринимать, да? Но, Все-таки вот... Андрей, так как это женский футбол, и тут ты как можешь, да, сегодня быть на коне, выйти, а потом Ну да, у конечно. девчонок настроение будет плохое или еще что-то там, и не всякое Я просто может к тому, быть. что даже вот там Минск особо-то много моментов не создал, вот кроме этих 2 голов, там еще вот пару раз буквально. Серьезно они там Машу, да, Свидунович побеспокоили, да и все на этом. Поэтому, ну, игра будет интересная. Я думаю, Да, что мы все будем поинтереснее, наблюдать. чем в Бресте. Во всяком Смотреть. случае, да. Это да, Андрей. Ну что там, 90 минут еще будут у нас какие-то будет. компенсированные минуты? Нет. Да, Андрей, Всё, на все. этом. Спасибо большое, друзья. 6-0 победа Минска. Ну, скажем, Пинчук, Татарин в свои ворота, САС, ну и 3 гола вот так вот Милана за 10 минут, Сурацева, да. во втором тайме. Хет-трик Молодец. оформил капитан Минска. Анастасия Харланова, Андрей Ильеня были все это время вместе с нами. Любите женский футбол. И Смотрите, будьте да, здоровы, Андрей, да. До женский свидания. футбол. Спасибо вам, дорогие зрители, болельщики, за то, что были с нами. Мы с вами прощаемся, ждем вас на следующих трансляциях. Надеюсь, вам очень понравилось, было интересно, весело наблюдать за девчонками, болеть за команды, вот, слушать нас с Андреем. Вот, мы с вами прощаемся. До новых встреч. Все, всем пока-пока. В 5 минуте. Заявка была.